Около 300 делегатов со всего мира приняли участие в работе Всемирной ассоциации абхазо-абазинского народа, который состоялся в Республике Абхазия. Сохранение истории и языка, развитие культуры народа Абаза и другие поднятые на форуме актуальные проблемы в материале Радмира Джибабова. Столица Республики Абхазия, город Сухум, стал местом проведения уже 7-го по счету съезда Международной ассоциации абхазо-абазинского народа юбилейный для себя год. 25 лет назад в условиях военного времени абхазы и абазины консолидировались для разрешения первостепенных задач по отстаиванию независимости, сохранению истории и культуры народа Абаза. Сегодня, после признания независимости Республики Абхазия, в условиях мира перед ассоциацией встают совершенно новые задачи. Наш сегодняшний форум, работа нашего конгресса очень значима тем, что поменялся кардинально спектр важности задач, которые сейчас ставятся. Мы все, которые каким-то образом вообще имеют отношение к развитию этнокультуры нашего народа, прекрасно знают и оценивают значимость тех личностей, которые стояли у истоков этой ассоциации, конгресса. Это известнейшие на весь мир люди. Это Тарас Миронович Шамба, это Геннадий Алами, это Сергей Пазов, это Муминат Гонова, это Этлухов Олег Адельгерьевич, Шинкау Мухаддин Алиевич. Я могу сейчас не назвать многих, но то начало, которое наши аксакалы, наши старшие дали, будут, я думаю, что достойно продолжены эти традиции. Всемирный абхазо-абазинский конгресс в прошлом МААН собрал представителей этноса Абаза со всего мира. Перед делегатами из Турции, Сирии, Иордании, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, России с приветственной речью выступил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Он подчеркнул значимость конгресса в процессе сплочения народа Абаза в условиях глобализации. В направлении сохранения и развития истории, языка и культуры народа Всемирный абхазо-абазинский конгресс выступает основной площадкой для обсуждения приоритетных направлений и нахождения путей решения стоящих перед народом задач. Ассоциация, объединяющая весь народ, который объединяет всех, и государственных чиновников, и ученых, и политиков, и простых людей. Поэтому здесь для нас разницы никогда не было. Мы все были единым народом, который объединенный в этой организации. Рабочая программа Конгресса была насыщенной. Необходимо было подвести итоги реализации задач, утвержденных на предыдущем съезде, и провести очередные выборы нового руководителя организации и утвердить Высший совет Всемирного абхазо-абазинского конгресса. До процедуры голосования вице-президент ассоциации Сергей Пазов внес предложение о присвоении складывавшему из себя полномочия президента МААН Тарасу Мироновичу Шамба звания почетный президент МААН, и оно было единогласно поддержано. Далее делегаты Конгресса продолжили работу. Выслушав предварительное выступление кандидата на должность председателя Высшего совета ВААК Мусы Экзекова, присутствовавшие на Конгрессе делегаты без лишних сомнений поддержали его. Нынешний конгресс стал очень значимым и историческим, потому что его возглавил очень известный человек, меценат, тот человек, который серьезно занялся не только сохранением этнокультуры народа Абаза, но и продвижением, прогрессивным движением вперед. И все были сегодня единогласны в своем мнении, что именно Экзеков Муса Хабалевич должен возглавить его. Успешная работа зависит от хорошо выстроенной работы, подчеркнул в своей речи новый руководитель Конгресса. Поблагодарив всех за оказанную поддержку, Муса Экзеков обозначил первоочередные задачи, с которых, по его мнению, необходимо начать работу, и отметил значимость налаженной работы между общественными организациями и государственной властью. Есть огромное количество вопросов, которые нужно решать везде, по всему миру, где проживает народ Абаза. И в первую очередь мы сделаем такую программу, которая объединит весь народ по всему миру через сохранение нашего языка, через сохранение нашей культуры, опираясь на нашу историю единую. И, соответственно, будем работать так, чтобы уже узнав, сколько нас, где, как мы живем, и мы будем подробные программы для каждой страны, для каждого региона, для каждого поселка. Будем разрабатывать очень подробные программы, срочные, среднесрочные, долгосрочные, с тем, чтобы последовательно и системно через сетевую структуру управления, которую мы обязательно организуем,
будем реализовывать и делать жизнь лучше с каждым днем. По настроению участников Конгресса можно с полной уверенностью сказать, что поставленные перед организацией задачи будут успешно реализованы. Но на этом работа не прекратится. Впереди еще немало вопросов по обновлению устава организации, выстраиванию вертикали управления и решению новых актуальных задач, направленных на поддержку и развитие народа Абаза. Радмир Джибабов, Алибек Ишеров, Вести, Абхазия.